Трагедия, унесшая жизнь 9-летнего мальчика, произошла именно вот в этом дворе по улице Заводская, 19/3. По словам очевидцев, ребенок был найден мертвым именно вот на том месте. По их же показаниям следователи установили, что он задел провода, играя с другими детьми. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее предварительной причиной была электротравма, но результаты судмедэкспертизы показали, что мальчик скончался в результате внезапной сердечной смерти. В какой-то момент один из детей упал возле оголенного радиопровода. Однако ровесники не придали этому значения, решив, что мальчик попросту играет. В поисках сына на место происшествия пришел отец школьника, который обнаружил его без признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада медиков была вынуждена констатировать смерть ребенка. Тем не менее, энергетики также осмотрели место трагедии. По словам директора центральных электрических сетей Игоря Иванова, провода под напряжением были бесхозными. Неустановленные люди, отключая радиоточку, подвесили их прямо над электрическими кабелями, которые их задевали. При этом подобных бесхозных линий в городе может быть очень много. Совместно с городом мы выявляем такие объекты бесхозные и занимаемся их, так скажем, пристраиванием. Либо забираем на обслуживание мы, либо город ищет организацию, которая может обслуживать. Мы вчера эту линию всю прошли, и все такие места нехорошие. Обнаружили несколько пересечений таких. Мы их все обрезали. Впрочем, по данным Следственного комитета, точная причина смерти все еще выясняется. Назначены химические и гистологические исследования. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ульян Бояркин, Роберт Набиев, Александр Князев. Вести, Якутск.